В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Здравствуйте. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» был создан 3 апреля 2023 года указом президента России Владимира Путина. Фонд ежедневно оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции и их семьям. О работе якутского филиала Госфонда мы сегодня и поговорим. Наш гость студии Алексей Александров, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Алексей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, вот как бы вы оценили 3 года работы вашего филиала и что бы хотели бы особенно отметить? Ну, филиал фонда за 3 года, во-первых, наверное, увеличил свою штатную численность, да, это очень значимо. Мы сегодня охватываем и представляем филиал фонда в 21 районе республики. Пока в полной мере не охватили 12 арктических районов и 1 северный район нашей республики. На сегодня, благодаря взаимодействию с главами муниципальных районов, органов исполнительной власти, военным комиссариатом республики, постарались охватить полностью целевую категорию филиала фонда. Численность наших подопечных уже составляет порядка 12 тысяч граждан нашей республики. Из них более 2000 – это ветераны боевых действий. Но за 3 года налажена уникальная система оказания помощи и поддержки участникам специальной военной операции. Это в первую очередь сам офис филиала в городе Якутске. Это результаты работы как органов исполнительной власти республики. Соответственно, налажена одна из главных проблем прошлых лет – это работа с членами семей без вести пропавших. То есть разработан федеральный алгоритм. Мы на сегодня упорядочили эту работу благодаря оперштабу республики. Ну и, соответственно, образцы генетического материала ДНК на сегодня наши сограждане могут сдавать во всех районах по месту проживания, в центральных районных больницах, бесплатно и в городе Якутске непосредственно в филиале фонда. Соответственно, налажена работа по оперативному направлению разыскных карт наших подопечных, да, непосредственно в город Ростов-на-Дону для передачи уполномоченным органам Министерства обороны. Также расширена работа по оказанию психологической помощи. У нас на сегодня работает кабинет психолога в офисе филиала фонда в городе Якутске. Взаимодействие идет с Центром поддержки семьи и молодежи, психологической поддержки. Ну и одно из, наверное, новых направлений – это по линии Министерства образования и науки республики. Соответственно, подключены к этой работе психологи образования. Непосредственно они работают с детьми, членов семей погибших участников специальной военной операции. И вот интересно, насколько выросло количество обращений, да, вот ваш фонд, и какие виды поддержки вот наиболее востребованы? Ну, за 3 года количество обращений только по целевой категории фонда на сегодня составляет более 54 тысяч обращений, да. А по 84 поступивших обращений у нас найдено положительное решение благодаря совместной работе как органов исполнительной власти республики, глав муниципальных районов, ну и, соответственно, федеральных структур. Здесь необходимо отметить, что с прошлого года у нас работают 2 представителя военно-социального центра Министерства обороны в городе Якутске, которые консультируют и оказывают помощь, в том числе и действующим военнослужащим, находящимся в отпуске по лечению, в очередном отпуске, ну и, соответственно, членам семей участников специальной военной операции, действующим. Ну и, как вы все знаете, да, вот все представители, сотрудники органов министерств, ведомств, да, основных у нас непосредственно ведут тоже ежедневный прием. Это здесь необходимо отметить соцзащита, здравоохранение, госкомзанятость, да, ну и МФЦ, многофункциональный центр. Ну и с прошлого года у нас работают сотрудники военного комиссариата. Количество их увеличено. На сегодня прием ведут 3 сотрудника военного комиссариата республики.
А вот какие виды поддержки наиболее востребованы? Наиболее востребованными остаются меры социальной поддержки и, соответственно, вопросы касательно, ну, в первую очередь, выплат по линии Министерства обороны, а также выдачи удостоверений члена семьи, да, погибшего ветерана, ну и, соответственно, удостоверение ветерана боевых действий. Это вот то, что у нас идет по линии непосредственно военного комиссариата. Актуальным вопросом остается своевременное назначение пенсий по потере кормильца, да, тоже по линии, в первую очередь, военного комиссариата. На сегодня этот вопрос в повестке дня, работа ведется, сотрудники военного комиссариата усилены и работают в таком оперативном, жестком режиме. А вот какие чаще всего запросы поступают от подопечных, возможно, которые даже еще пока не реализовываются, но на рассмотрении? Ну, здесь одним из направлений, наверное, касаются вопросы медицинской реабилитации, да, в первую очередь, где у нас показатели достаточно на высоком уровне хорошие, благодаря Министерству здравоохранения Республики. Работа ведется по социальной реабилитации. И необходимо, наверное, отметить, что именно санаторно-курортное лечение на сегодня остается одним из самых востребованных. По линии Социального фонда России ветераны боевых действий на сегодня имеют возможность уезжать в 12 санаториев нашей страны по линии соцфонда, да. При этом реализовано, что уже практически с этого года проезд идет уже, ну, как бы на бесплатной основе, можно сказать. То есть выдаются талоны, обмениваются на авиабилеты, и наши ветераны могут без лишних затрат посетить санаторий. А вот интересно, как организована работа в отдаленных районах республики, да? С какими трудностями сталкиваетесь? Вы сказали, что в некоторых арктических районах пока нет вашего филиала. Да, совершенно верно, но тем не менее работа благодаря администрации муниципальных районов у нас налажена, заключены соответствующие соглашения, идет обмен информацией по нашей категории, сверка данных, да, то есть непосредственно, когда идут обращения в администрацию района, то мы оперативно получаем эту информацию, выходим на наших подопечных и, соответственно, начинаем работать персонально вот по каждому случаю, по каждому обращению. Кроме этого, мы заключили соглашение с многофункциональным центром, то есть на сегодня, в принципе, как в электронном виде, так и непосредственно посетив офис многофункционального центра в этих арктических районах, наши сограждане могут встать на учет филиал фонда или подать заявку на ту или иную услугу через непосредственно посещение МФЦ. А какие трудности вот встречаются чаще всего там? Ну, трудности у нас, в принципе, решаемые, да? Но тем не менее они остаются. Это, ну, стандартная ситуация, отдаленность населенных пунктов, сложная транспортная логистика, да, но тем не менее благодаря вот современным инструментам и плотному межведомственному взаимодействию эти вопросы у нас как бы в принципе нивелированы. И с какими организациями и ведомствами вы сотрудничаете? Вот как строится эта работа? Скорее всего, как раз-таки, когда встречаются такие трудности, вы все равно с сотрудничеством все это доводите. На уровне правительства республики по распоряжению главы республики создана межведомственная комиссия. Данная комиссия работает 4-й год, куда входят все представители органов исполнительной власти, министерств и ведомств, муниципальное образование, да. То есть организация и рассмотрение решений сложных вопросов у нас проходит на уровне межведомственной комиссии, а также оперативных штабов республиканской комиссии «Вместе к победе», который возглавляет наш глава Астин Сергеевич Николаев. Ну и со всеми ведомствами, как я уже говорил, в принципе, у нас и заключены соглашения, и налажена работа, то есть обмен информацией идет, то есть работа самого филиала фонда непосредственно связана в межведомственном взаимодействии. Мы решаем все вопросы сообща с нашей республикой, благодарим глав муниципальных районов, которые непосредственно оказывают на местах очень хорошую, сильную поддержку нашим социальным координаторам в районах. А как же найти ваш фонд?
Ну, наш фонд в городе Якутске находится по адресу Аюнского 41/1, первый этаж многоквартирного дома. В районах социальные координаторы размещены в администрациях муниципальных районов или муниципальных учреждениях, да, а также в некоторых районах у нас в управлениях соцзащиты находятся социальные координаторы. Если сограждане пользуются программой 2 ГИС, да, дубль ГИС, то, соответственно, все адреса, контактные телефоны введены в эту программу. У нас есть общий федеральный сайт, мы работаем в социальных сетях, ну, в основном работали в Телеграме, сейчас, в принципе, актуальность Телеграма уже падает, да, но мы находимся и в ВКонтактах, и в Одноклассниках, ну, основная масса, наверное, в ВКонтактах на сегодня. В Макс мы планируем перейти в ближайшее время. И вот есть ли проекты, реализованные совместно с бизнесом или НКО, тоже вот интересно было бы Совместно с бизнесом очень много проектов, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Наверное, здесь отдельно никого выделять не надо. Но кроме того, что вот по линии общественных проектов у нас есть федеральный проект туров для членов семей, участников СВО ветеранов, да, это РЖД-туры по городам России. За 3 года более 40 наших сограждан приняли участие активное, да, в этом направлении. В этом году уже 8 членов семей погибших участников СВО выезжали, да, и вот вторая группа выехала вчера, тоже 8 матерей мы отправили. Ну и здесь на уровне республики тоже партнеры, да, скажем так, бизнес и некоммерческие организации принимают самое активное участие, начиная от непосредственной материальной помощи, да, когда мы выходим с просьбой помочь тому или иному ветерану или члену семьи, да, ну и, соответственно, принимают активное участие в наших мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Это и общественные проекты, культурно-досуговые мероприятия, да, ну и самое главное, наверное, спортивные мероприятия. Благодарим Министерство спорта и Управление по адаптивным видам спорта. Ежегодно мы проводим вместе с ними две крупные спортивные мероприятия. Это весной, мая и осенью. Ну что ж, Алексей Иванович, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Действительно, всем миром полностью вам во всех сферах помогают. Это Спасибо. отлично. Ну что ж, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.